Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим достаточно серьезную тему, а именно уголовную или иную ответственность за нарушение норм избирательного законодательства. Сегодня у нас в гостях эксперт по избирательному праву Мамытова Канышай Болотбековна. Канышай Болотбековна, здравствуйте. Мы достаточно подробно говорили о зоне ответственности и компетенции избирательных комиссий, правоохранительных органов. Вот возникает такой важный вопрос. Правоохранительные органы могут привлекать лиц, которые нарушили нормы избирательной кампании, к уголовной ответственности? Уполномочены ли они? И если да, то за какие правонарушения? Очень серьезный вопрос. В этом вопросе очень важно понимать, что у правоохранительных органов есть определенная компетенция, она отличается от компетенции избирательных комиссий. То есть если избирательные комиссии, они имеют право сами применять какие-то санкции, да, там, в виде отмены регистрации, либо тех же самых денежных санкций, либо там, отмены итогов голосования, то у правоохранительных органов ситуация обстоит немного другим образом. Правоохранительные органы, они вправе рассматривать заявления, но они не вправе по результатам рассмотрения этих заявлений делать вывод о том, виновно какое-то лицо в том или ином преступлении или нет, и привлекать его к ответственности в виде наложения штрафа или там, лишения свободы. То есть задача правоохранительных органов в этом случае расследовать весь имеющийся материал, рассмотреть его и передать его уже в судебные органы, если есть какие-то доказательства виновности, и уже, получается, суд будет решать, виновно лицо или нет, если виновно, то в какой степени, и, соответственно, решать, какие меры ответственности применять к этому виновному лицу. То есть накладывать на него большой денежный штраф там, в рамках кодекса о проступках или уголовного кодекса, либо лишать свободы там, на какой-то определенный срок. И в этом случае, получается, компетенция правоохранительных органов, она в рассмотрении заявлений о тех или иных нарушениях. И здесь очень важно понимать, а какого рода заявления могут рассматривать правоохранительные органы вот в рамках избирательного процесса. Здесь есть две категории дел. Первая категория дел, заявления, по которым они могут рассматривать, это заявления по кодексу о проступках, то есть о совершении тех или иных нарушений, которые, возможно, содержат состав проступков. Это две статьи в Кодексе о проступках, 87 прим. 1 и 87 прим. 2. Это злоупотребление административным ресурсом и предоставление кандидатам заведомо недостоверных сведений. Это новые статьи, они были внесены в 2020 году. И были введены в связи с тем, что вот такого рода нарушения, они характерны для нашей избирательной кампании. То есть, допустим, не очень часто, но мы видели на практике случаи, когда уже будучи депутатом Джорку Кенеша, выяснялось, что у того или иного депутата, оказывается, есть гражданство другого государства. То есть при своем выдвижении и регистрации он эти сведения сокрыл. И он нес ответственность только в виде лишения депутатского мандата. А то, что все это время человек работал, принимал какие-то политические решения, получал в конце концов заработную плату в качестве депутата Джорку Кенеса, вот это все оно нивелировалось. И поэтому вот была введена такого рода ответственность. Помимо этого, есть категория дел, заявления по которым также вправе рассматривать правоохранительные органы. Это дела, которые предусмотрены начиная там со статьи 191 по статью 195 Уголовного кодекса. Это и воспрепятствование осуществлению избирательных прав, в том числе там, нарушение тайны голосования, это и подкуп избирателей, это и фальсификация итогов голосования, это и незаконное использование денежных средств в ходе выборов или референдума. То есть по вот этой категории дел правоохранительные органы, они вправе рассматривать заявления, расследовать, устанавливать виновных лиц, степень их причастности и так далее, и далее уже передавать материалы в суд для привлечения к ответственности. Спасибо большое. Вы вскользь упомянули тот самый пресловутый административный ресурс, но мне как раз-таки хотелось бы остановиться на этом вопросе подробнее, потому что это действительно бич любой избирательной кампании, которая происходит в нашей стране. В чем соблазн? Почему кандидаты от политические партии все время используют этот самый административный ресурс? Почему так сложно доказать то, что они действительно использовали этот административный ресурс, и предусмотрена ли какая-то ответственность? Безусловно, вы правы, это административный ресурс, и с ним всегда рядышком где-то подкуп избирателей. Это
два явления, которые стали обыденным явлением последних избирательных кампаний, из-за которых вот люди, в принципе, не доверяют результатам выборов. Что касается законодательной основы, начать хотела бы с нее. Во-первых, почему до какого-то определенного времени не привлекали к ответственности за злоупотребление административным ресурсом? Причина банальная, у нас не было специальной статьи. То есть была статья, которая устанавливала ответственность за злоупотребление должностным или служебным положением, но она не содержит тех квалифицирующих признаков, которые характерны для административного ресурса. То есть цель – это избрание, способствование избранию того или иного кандидата или политической партии. Поэтому, опять же, в 2019-2020 году были внесены изменения в Кодекс о проступках, были внесены изменения в закон о выборах, которые установили, что такое административный ресурс, в каких случаях считается, что его используют в нарушении избирательного законодательства, кто может этим заниматься, какая за него предусмотрена ответственность. То есть сейчас это статья 87 прим.1 Кодекса о проступках, который устанавливает за него ответственность. И наказание в виде денежного штрафа, если мне память не изменяет, по-моему, до 60 тысяч сом за злоупотребление административным ресурсом налагается. А также для государственных, муниципальных служащих это право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Что касается подкупа избирателей, как второго негативного явления, характерного для наших выборов, то также до 2019 года за подкуп можно было привлекать к ответственности только кандидатов, их близких родственников, доверенных, уполномоченных. Ну и понятно, что ни один кандидат, он сам напрямую не раздает эти деньги, или его родственники этим не занимаются. Это всегда делается через третьих лиц, тех же самых агитаторов, пресловутых домкомов, квартальных и так далее. Поэтому были внесены изменения в Уголовный кодекс, в статью 191, который теперь устанавливает, что любое лицо, независимо от того, кем оно является, если оно занимается подкупом избирателей, оно будет привлечено к ответственности. Размер штрафов там очень большой, до 260 тысяч сом за подкуп избирателей и лишение свободы сроком до 2,5 лет. То есть достаточно жесткая мера. Но несмотря на то, что она в законе есть, эта ответственность и за админресурсы, и за подкуп, на практике мы видим, что это очень тяжело доказать. Почему тяжело? Потому что здесь мы имеем ту ситуацию, особенно с подкупом, когда нет, скажем так, некого посредника. Вот раньше, когда была фальсификация итогов голосования, этим занимались избирательные комиссии, вот они были как некой прослойкой. Сейчас, получается, мы имеем налицо такую цепочку кандидат и избиратель. Когда один говорит, что он не давал деньги, а второй говорит, что он не брал этих денег, то, соответственно, на самом деле правоохранительным органам очень тяжело расследовать и рассматривать такого рода дела. То же самое касается и административного ресурса. И ошибочно полагать, что административный ресурс, он характерен только для нас. Он есть и в развитых странах. Просто в развитых странах он принимает более ухищренные формы, не такие явные, как у нас. То есть это может быть использование преимуществ каких-то медиа, какие-то скрытые другие формы, но тем не менее он есть во всех странах. То есть это вот такое явление, которое характерно для всех, и с ним очень тяжело бороться. Но в нашей ситуации он носит такой более ярко выраженный характер, это принуждение государственных и муниципальных служащих или ими тех или иных лиц. Наша Балапекова, но ведь можно поступить иначе, используя тот самый злополучный, пресловутый административный ресурс, когда ты просто идешь куда-то там в центр семейной медицины или в школу и всех обязываешь голосовать за того или иного кандидата. Это и есть тот самый вброс, так сказать, но уже под принуждением, который просто называется по-другому. Как быть в этом случае, мне кажется, это очень важно. Вот это мы приходим к тому, то есть почему, причина. То есть получается, у нас же партии, кандидаты, они же тоже развиваются, они же тоже смотрят, как можно обойти закон. То есть они увидели, вот додумайтесь, раньше же вот такого распространения подкупа административного ресурса не было, как последние несколько кампаний, подряд идет. Потому что раньше у них была возможность не избирателя подкупать, у них была возможность вот здесь самой участковой комиссией договориться, Ну вот не секрет, я сама юристом была, сколько раз было так, что на участке один протокол, а пока участковая комиссия доезжает до территориальной комиссии, этот протокол переписывается, там уже другие цифры.
Поэтому им не было необходимости идти там к избирателю, его мучить. Голосуй как хотите, мы вот здесь нарисуем так, как нам надо. Вот такая была ситуация. Из-за того, что вот эти автоматически считывающие урны, из-за того, что идентификация, у них нет теперь возможности вот на участке, скажем так, беспредельничать, и поэтому вот этот вот беспредел, он вышел наружу, за пределы участка. Почему мы говорим? Да, и это подкуп и административный ресурс. То есть абсолютно правильно то, о чем вы говорите, и это причина одна из распространения подкупа и админресурса, то, что здесь мы вроде вот все автоматизировали, но они тогда решили пойти туда и напрямую уже с избирателем договариваться или давить на него для того, чтобы вот таким образом воздействовать на его волеизъявление. И здесь, опять же, это на самом деле очень тяжело. Допустим, вот на прошедших местных выборах мы видели кучу видеоматериалов, на которых мы видим, что возле участков стоят люди со списками, и вот так стоят и отмечают. Вроде бы, как бы, формально ты не можешь сказать, за какое нарушение, но мы все понимаем, что в данном случае речь идет о контроле волеизъявления. То есть они отмечают тех, кто пришел. Да, вот очень важно заметить, что они не могут узнать, за кого ты проголосовал. Это очень важно, потому что многие люди до сих пор думают, что каким-то образом они узнают, что они проголосовали не за того, кого надо. Тайное голосование у нас Тайное голосование обеспечено, да, абсолютно. Когда вот эту даже бюллетень вы ложите, этот бюллетень в автоматически считывающую урну, вы ложите его лицом вниз, то есть не той стороной, на которой отметка. Соответственно, никто не может увидеть, как вы проголосовали. Поэтому это очень важно понимать. Многие боятся. А они, получается, стоят и примерно смотрят. Вот они сказали, что моих 10 человек придет. Вот они смотрят, пришли эти 10 человек или нет. То есть это уже фактически речь идет о контроле волеизъявления. И здесь, конечно, очень важна работа, опять же, правоохранительных органов, которые во взаимодействии с избирательными комиссиями должны пытаться расследовать такого рода дела и устанавливать виновных лиц. Спасибо большое. То есть чем больше стараются нечистые на руку кандидаты придумать какие-то лазейки, тем больше юристы стоят на страже соблюдения законности. И я думаю, тем важнее, наверное, вести такого рода диалоги с экспертами, чтобы простые избиратели, которые не разбираются в каких-то нюансах законодательных, понимали, что действительно им ничто не грозит за свободное волеизъявление. Абсолютно. В этом контексте, конечно, знание силы – это 100% о том, о чем мы сегодня с вами говорили. Благодарю вас за интересную, очень важную и полезную беседу. Спасибо.